Торжественное собрание, посвященное заслушиванию послания главы Чувашской Республики Олега Алексеевича Николаева Государственному Совету Чувашской Республики. Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Леонид Ильич Черкесов. Ырыгын болдар, хисеплі депутация, хакла ханазе. Добрый день, уважаемые депутаты и приглашенные. В соответствии с статьей 72 Конституции Чувашской Республики, глава Чувашской Республики ежегодно обращается к Государственному Совету Чувашской Республики с посланием об основных направлениях государственной политики Чувашской Республики. Уважаемые депутаты и приглашенные, глава Чувашской Республики Олег Алексеевич Николаев. Торжественное собрание, посвященное заслушиванию послания главы Чувашской Республики Государственного Совета Чувашской Республики, объявляется открытой. Хизепле Чуваш Республикин пашалық канажын депутатизем,
Паинги пугова худшанаганзем, хакла чаваш енчиннезем. Эбир баян зиринбе шидес вахатри малашлахра Конституция вечереблетный дырах милейшем дуза бра Сибирги калажи бар, везене паларца хура бар, тогда милейшем дуза пунежагрсе бра Сибирги шереплеце хавары бар. Уважаемые депутаты Государственного совета Чувашской республики, участники сегодняшнего торжественного собрания, дорогие жители Чувашии. 2021 год прошел под знаковым трудовой доблести народа Чувашии. В год 80-летия строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей мы погрузились в атмосферу суровых дней военного времени. Наряду с историками пробеды исторических страниц трудового подвига, мужества и отваги наших дедов и отцов, бабушек и матерей восстанавливали воспитанники детских садов, школьники, студенты, жители деревень, сел, городов и поселков. В республике проведены научные конференции, открытые уроки, музейные выставки, акции, фестивали и конкурсы. Созданы документальные и художественные фильмы, литературно-художественные музыкальные произведения, изданы книги, разработан единый информационный портал. Таким образом, Чувашская республика стала первым регионом России, который системно подошел к вопросу увековечения памяти героев трудового подвига на примере строителей оборонительных рубежей на территории нашего Отечества. В республике установлена памятная дата – 28 октября – День памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Безусловно, настоящий массовый трудовой подвиг в тылу более чем 200 тысяч наших земляков – огромный и существенный вклад в приближение Дня Победы. Важно отметить роль тыловиков в запуске с колес эвакуированных заводов, непрекращающийся труд на полях и в эвакогоспиталях. Мы должны продолжить всестороннюю работу по популяризации темы трудового подвига в тылу как достойного примера служения Отечеству, как основу военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Знаковым событием, подтверждающим трудовой героизм и самоотверженность наших предков в годы Великой Отечественной войны, стало решение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина присвоить городу Чебоксары статус города трудовой доблести. Необходимо продолжить работу нам по популяризации темы трудового подвига в тылу через развитие школьных музеев, создание научного центра изучения архивных материалов, а также формирование постоянно действующих экспозиций как в Национальном музее, так и в районах республики. Отмечая огромную роль в работе по названному направлению поисковых отрядов, выражаю благодарность всем участникам поискового движения, считаю правильным пересмотреть размер грантов, направленных на поддержку поисковых отрядов и объединений, поручая Минобразованию Чувашии подготовить соответствующие предложения. Мемориал строителям Сурских оборонительных, строителям безмолвных рубежей в Козловском районе, возведение которого намечено завершить летом текущего года, станет кульминационной точкой сборки всего спектра приведенных мероприятий, своеобразным порталом, соединяющий современность с переживаниями суровых дней военных лет. Данная работа ведется в тесной связке с Российским военно-историческим обществом и Комиссией по реализации проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Уважаемые коллеги, мы с вами приняли закон о детях войны и договорились постепенно наполнять его конкретными формами материальной поддержки. Что, в принципе, мы и делаем, ровно такие решения последовательно принимаем. Но видится правильным устранить несправедливость по отношению к труженикам тыла. Так сложилось, что ежемесячные выплаты ветеранам труда, которые являются, несомненно, заслуженными людьми республики, выше, чем у тружеников тыла. Считаю правильным как минимум их выровнять. Прошу Минтруд Чувашии совместно с Минфином выработать соответствующее решение. 2022 год объявлен в Чувашии годом выдающихся земляков. Тем самым мы с вами продолжим линию гордости нашими земляками, как теми, кто творил и созидал раньше,
так и теми, кто достигает вершин славы и совершенства сегодня. Наши земляки, выдающиеся люди Чувашии, достойный пример для подражания. А их дела и достижения – яркая демонстрация того, что все возможно, если ясно и четко видеть свою цель и твердо следовать выбранному пути, преодолевая препятствия и встречающиеся трудности. Рассчитываю на активную вовлеченность в процесс реализации запланированных мероприятий и инициирование новых проектов не только со стороны органов исполнительной и законодательной власти республики, органов местного самоуправления, но и со стороны всех институтов современного гражданского общества, жителей республики и представителей диаспоры других регионов. Одним из ключевых мероприятий, посвященных выдающимся землякам, станет запланированный форум земляков. На одной площадке соберутся земляки, достигшие высоких результатов в разных сферах, живущие в разных точках современного мира. Форум станет ярким украшением Дня Республики и демонстрацией главного ее богатства – людей. К слову, наш классик и основоположник новой чувашской поэзии Михаил Сеспель в стихотворении «Пашня нового дня» предсказал будущее родного народа, полет нашего Андриана Николаева в космос. «Хватла щенчерелли щен эмерчаважи, хулбущебе кавак пеледе перензе, кунжул вине тухса хивель тумдир тумлани, щенгунана Удали саванза аджашин, у меня еще не жил, шинчечексем черце, интернационал, Кларе, Ане. Еще в прошлом году были выделены средства на эксплуатацию, на актуализацию проектно-сметной документации мемориального комплекса Андрея Григорьевича Николаева. Однако работы ведутся, как говорится, ни шатка, ни валка. Минкультуры Чувашии в кратчайшие сроки предстоит решить все формальности и совместно с Минстроем Чувашии запустить процесс проектных работ для включения объекта в программу финансирования в будущем. Мы по праву гордимся богатейшим культурным наследием и традициями народного искусства всех народов, проживающих на территории республики. Уже второй год работаем над реализацией программы сохранения, изучения и развития чувашского языка. Необходимо создавать условия для культуры, традиций и родных языков всех национальностей и народов, проживающих на территории республики. Особенно важно не просто вспомнить про то, что я сейчас говорю, а наладить системную работу в названной сфере, особенно в объявленный президентом страны год культурного наследия народов России. Начатая нами работа в рамках вышеназванной программы заложила хороший фундамент. В частности, создана Национальная школа вышивки, где обучаются, как говорится, и стар, и млад со всей республики. В рамках празднования Дня вышивки 2 года подряд мастерами вышивки создавались шедевры. В 2020 году Сурбан-Перле, в 2021 году вышитая карта Чувашии. Это вдохновило нас на создание вышитой карты России. Мы получили поддержку коллег из федерального правительства и обеспечили вовлечение в данный проект всех регионов России. Вышитая карта России – это приглашение к дружбе и к добрососедству, возможность соединить красной нитью любовь к родине, времена и судьбы, территории и события, прошлое и настоящее народов России. Прошу Минкультуры Чувашии обеспечить четкое и современное администрирование намеченных мероприятий. Мы все понимаем, что современная инфраструктура культурного пространства, одинаковая для города и села, является основой устойчивого и гармоничного развития общества. Для этого правительством республики направляется беспрецедентные в сравнении с прошлыми годами бюджетные инвестиции. Объемы финансирования отраслей, курируемых Минкультурой Чувашии, в консолидированном бюджете Чувашской республики за 4 года увеличились в 2 раза. В 2020 году они составили 3,8 миллиарда рублей, в 2021 – 4,4 миллиарда рублей. Сегодня я обращаюсь к вам со сцены обновленного здания Чувашской государственной филармонии. В прошлом году мы ценой невероятных организационных и финансовых усилий поставили точку в истории ее реконструкции, длившейся с 2008 года.
Впереди целый ряд амбициозных проектов. В их числе реконструкция Чувашского государственного театра оперы и балета. В настоящий момент с Фондом Дом РФ подписано соглашение о сотрудничестве, и перед Минкультурой Чувашии совместно с Минстроем Чувашии стоит задача воплотить в жизнь этот проект до 2025 года. Кроме того, в этом году мы объявляем о старте пятилетки строительства ежегодно не менее 5 новых сельских домов культуры и проведение капитального ремонта не менее 10, а также строительство учреждений культуры клубного типа в модульном исполнении. На данное направление в законе о бюджете заложено 318 миллионов рублей. Чувашия активно включилась и уже вошла в 7 лучших регионов страны по реализации масштабного президентского проекта «Пушкинская карта», который позволяет детям и молодежи бесплатно посещать учреждения культуры республики. Безусловно, реализация Пушкинской карты должна быть активно продолжена и в этом году. Тому будет способствовать создание новых произведений и постановок. Для достижения этой цели были увеличены гранты учреждениям культуры как в количественном, так и суммарном выражении. Образование, обучение, воспитание, основанные на культурных и исторических ценностях, являются фундаментальной основой формирования и воспитания гармонично развитой, здоровой и социально ответственной личности. В республике изданы учебники для начальных классов по изучению родного языка. Министерству образования важно эту работу продолжить и дальше, наполняя перечнем учебников для всего учебного процесса. При этом главной целью в данном вопросе для нас является создание равных условий для изучения родного языка, истории и культуры родного края для каждого ребенка вне зависимости от места его проживания, национальности и вероисповедания. Нам в этом в помощь сформулирована Федеральным центром задача на 2022 год в школьном образовании. Это внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов, главной миссией которых является формирование гражданина, конкурентоспособного в глобальном мире и большого патриота своей страны и малой родины. Думается, что мероприятия, посвященные выдающимся землякам, станут дополнительным ресурсом для реализации этой миссии. В прошлом году мы поставили задачу начать строительство 5 школ. Наши планы были основаны на запускаемых федеральных программах и инструментах. Однако, легко слово говорится, на деле возникает множество нюансов. Во-первых, затянулось определение четких и конечных критериев запуска программы. Во-вторых, не менее существенным стало неисполнение взятых на себя обязательств как со стороны муниципалитетов, так и со стороны застройщиков по должной подготовке и оформлению земельных участков для строительства школ, разработке и утверждению проектно-сметной документации. В прошлом году нами проделана большая работа над ошибками. В итоге на текущий момент мы имеем подтверждение финансирования на школу в микрорайоне Университетский в городе Чебоксары на 2023-2024 годы. Считаю целесообразным рассмотреть возможность начала строительства названной школы уже в этом году с планами завершения его в следующем. Прошу Минстрой Чувашии совместно с Минфином и Минобразования Чувашии проработать данный вопрос. В рамках программы комплексного развития сельских территорий должно начаться строительство школы в Мариинском посаде с завершением работ в следующем году. Утвержденная по поручению президента Владимира Владимировича Путина программа строительства 1300 школ с участием Государственной корпорации развития ВЭБ РФ позволит республике претендовать на строительство 7 школ. Это школы в микрорайонах Акварель, Радужный, Солнечный, Новый город, 14 микрорайон города Чебоксары, а также Кугесии и Новочебоксарск. Естественно, это зависит от того, насколько мы с вами расторопно поработаем. Чувашия в прошлом году первой среди регионов страны запустила масштабную программу капитального ремонта школ и детских садов с износом выше 50%. Всего мы модернизацией охватили 53 школы, 35 детских садов и 3 детских оздоровительных лагеря. На это было направлено более 2 миллиардов рублей. Главная цель этой работы – создание единой экосистемы образовательного процесса, творческого и спортивного развития ребенка.
В этом году по поручению президента России аналогичная программа запускается по всей стране. Чувашская республика заявилась на 2002-2023 годы 31 школой. На этой цели нам уже выделено 2,3 миллиарда рублей из федерального бюджета. Минобразование Чувашии совместно с органами местного самоуправления поручаю активно и слаженно доработать вопрос включения еще 78 школ, которым также требуется капитальный ремонт, в перечень объектов на 2023-2025 годы. Кроме того, в зоне внимания остаются школы с высоким износом, но не подпадающие под названные программы. Как следствие, требующие строительства новых корпусов. Это школы в селе Чурачики Севильского района, в селе Янгличи Канарского района, деревня Арабоси Урмарского района, села Стемасы и Чуварлеи Алатырского района. Наша задача – предпринять все усилия для обеспечения должного образовательного и воспитательного процесса в названных школах. И, используя федеральные инструменты и механизмы, а также внутренние, республиканские и муниципальные возможности, в ближайшие 3 года запустить их строительство. В процессе образовательной деятельности мы должны идти по пути как можно раннего определения способностей и наклонностей ребенка, выявить тех детей, которых принято называть одаренными. А саму систему школьного и профессионального образования выстроить таким образом, чтобы она была ориентирована на удовлетворение потребностей экономики региона в кадрах и ясно раскрывала детям возможности и перспективы самореализации. В этом процессе важна тесная работа вузов, учреждений профобразования, предприятий и школ. Минобразование Чувашии совместно с органами местного самоуправления предстоит реализовать в этом году масштабный профориентационный проект УПК-21. Это учебно-производственные классы, направленные на создание условий для получения первой профессии уже со школьной скамьи. Проект пока запущен в школах города Чебоксары по сетью профильных классов по направлениям педагогика, медицина, сельское хозяйство, машиностроение, электроэнергетика и IT. Необходимо расширять географические границы проекта, в идеале охватив каждое муниципальное образование. Поручаем Минобразованию Чувашии продолжить данную работу с учетом запускаемого в 2022 году крупномасштабного федерального проекта «Профессионалитет», а также разработать и реализовать комплекс мероприятий по привлечению выпускников школ для продолжения образования в вузах и учреждениях среднего профессионального образования, расположенных на территории Чувашской республики. С 2018 года успешно развивается в Чебоксарах кадетский корпус имени Героя Советского Союза Кочетова, который по праву в настоящий момент является авангардом кадетского движения республики. В целях повышения престижа кадетского корпуса и его соответствия стандартам других аналогичных учреждений мы с прошлого года организовали обеспечение всех кадет бесплатным горячим питанием и обмундированием. Но наша задача – продолжить работу патриотического воспитания. И центром компетенции и координирующим звеном работы по патриотическому воспитанию призван стать Центр «Авангард», который раскроет свои двери для круглогодичных сборов уже в этом году на базе лагеря «Звездный» в Тивильском районе, где круглогодично будут проводиться 5-дневные сборы под руководством опытных специалистов на основе методических рекомендаций Министерства обороны. Считаю также необходимым через обновление инфраструктуры республиканских детских оздоровительных центров продолжить практику создания специализированных центров развития детей. К примеру, Лесная сказка – санаторно-курортное лечение, Белые камни – образовательный творческий центр и центр спортивного туризма, Росинка – физкультурно-спортивное направление. И, возможно, через единый координирующий орган следует обеспечить их деятельность по единой идеологии. Прошу Минобразования, Минспорт и Минздрав Чувашии проработать данный вопрос и представить соответствующие предложения. Мы прекрасно понимаем, что одним из ключевых факторов, влияющих на качество образования, является укомплектованность образовательных организаций высокопрофессиональными педагогическими кадрами и мотивация самих педагогов.
Предлагаем Минобразования Чувашии подготовить предложение о внесении изменений в отраслевую систему оплаты труда, предусматривающих введение стимулирующих выплат для педагогов, осуществляющих наставническую и научно-исследовательскую деятельность в образовательных организациях, распространяющих передовые педагогические технологии, оказывающих методическую помощь коллегам. Существенная активизация требуется в работе правительства в области молодежной политики. При этом важно отметить, что молодежь Чувашии очень активна. По итогам прошлого года Чувашия вошла в топ-5 по количеству выигранных грантов Росмолодежи. Мы входим в топ-10 по количеству зарегистрированных волонтеров в единой информационной системе Добро.ру. Сегодня в волонтерском движении более 65 тысяч человек. Я выражаю слова благодарности всем волонтерам. На сегодняшний день их деятельность бесценна. Волонтеры первыми приходят на помощь нашим врачам, пожилым, тем, кто остро нуждается в поддержке. Будущее, несомненно, за сегодняшней молодежью. Поэтому очень важно обеспечить вовлеченность молодых людей во все процессы жизнедеятельности, выработку важнейших решений и не менее значимо создавать условия для их разностороннего развития и креативной деятельности. Считаю необходимым создание в Чувашии площадку под условным названием «Дом молодежи» или «Центр молодежного развития», который мог бы объединить основные направления реализации молодежной политики, выступить центром компетенций проектной и креативной деятельности молодежи, стать площадкой для проведения мероприятий различных направлений и масштабов. Прошу Минобразования Чувашии проработать данный вопрос с администрацией города Чебоксар. В минувшем году мы повысили предельный возраст для получения специальных стипендий главы республики для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность до 35 лет. Учитывая, что размер стипендий не индексировался с 2009 года, считаю правильным повысить ее до 2500 рублей. В 2021 году в России состоялось знаковое событие – перезапуск российского общества знания с целью создания передового образовательного пространства. В этом году в рамках празднования Года выдающихся земляков предлагаю запланировать проведение регионального марафона знаний совместно с филиалом Российского общества знания в Чувашской республике. С его помощью наша молодежь получит возможность на современной платформе повысить свои компетенции, необходимые в выборе индивидуальной траектории развития. Одну из лекций предлагаю посвятить нашему земляку, кораблестроителю с мировым именем, академику Алексею Николаевичу Крылову. Не обходит стороной молодежь и один из главных бичей современной Чувашии. Республика, к сожалению, занимает 4-е место в стране по доле занятого населения, выезжающего на заработки в другие регионы. Поэтому в числе главных задач правительства – создание условий для развития и самореализации личности, поддержка предпринимательских инициатив, формирование комфортной и безопасной среды обитания, социальная помощь гражданам. Одним из ключевых фундаментальных условий решения названных задач является повышение инвестиционной активности и развитие экономики. Создание условий для развития бизнеса по принципу «каждая бизнес-идея должна быть подхвачена и в случае необходимости поддержана в нужной форме в нужное время». Для координации деятельности существующих организаций инфраструктуры поддержки и развития предпринимательской и инвестиционной деятельности в прошлом году создано Агентство инвестиционного развития Чувашской республики. Сегодня уже запущен обновленный инвестиционный портал, который по принципу одного окна гарантирует равный доступ к возможностям каждому потенциальному инвестору. Ключевая задача электронной площадки как единого цифрового контура для бизнеса – упрощение процедуры получения услуг и сокращение сроков их оказания, что позволит сэкономить время и средства инвестора и обеспечить прозрачность процесса оказания услуг. Инвестиционный портал должен стать цифровым помощником инвестора, который соберет на единой площадке органы исполнительной власти, муниципалитеты и иных участников инвестиционного процесса. Портал сосредоточит также все формы государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, которые будут доступны через личный кабинет. Актуальным остается вопрос качества инвестиционных проектов и команды, реализующей инвестиционную стратегию. Минэкономразвития Чувашии необходимо держать на постоянном контроле качество портфеля инвестиционных проектов, расширять имеющиеся компетенции по бизнес-сопровождению как начинающих предпринимателей, так и состоявшихся бизнесов.
Необходимо в кратчайшие сроки реализовать пакет мер по запуску механизма поддержки инвесторов на основе соглашения о защите и поощрения капиталовложений. Видится целесообразным реализация проекта капитального бизнеса, задача которого – активизировать системное развитие предпринимательской активности в муниципалитетах, исходя из имеющихся на каждой территории возможностей и перспектив рынка. Работа по созданию благоприятного инвестиционного климата, снижению административного давления на бизнес – это ключ к эффективному решению системных проблем всей деловой среды и экономики как республики, так и отдельно взятой территории муниципалитета. Считаю также необходимым, по аналогии с днем приема граждан, в органах власти ввести практику проведения единых приемных дней для предпринимателей. Частные инвестиции, как правило, идут туда, где созданы не только благоприятные условия административного характера, но и надежно функционирующая и доступная инженерная, коммунальная и социальная инфраструктура. В прошлом году бюджетные инвестиции в названную сферу увеличились на 40%. В ближайшие 3 года за счет средств республиканского бюджета, высвобождающихся в процессе реструктуризации бюджетных кредитов и иных инструментов в соответствии с решениями президента страны, бюджетные ассигнования по данному направлению вырастут еще больше. Правительству Чувашской Республики важно очень эффективно использовать эти средства как для создания благоприятных условий для жизни населения, так и для стимулирования частных инвестиций. Кроме того, в целях содействия развитию некоммерческого сектора экономики, включая условия для создания и развития социально ориентированных некоммерческих организаций, распространению новых технологий и лучших практик в социальной сфере, поручаю Минэкономразвития Чувашии организовать ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций, который должен стать элементом инфраструктуры поддержки организаций некоммерческого сектора и социального предпринимательства. Стоит обратить внимание и на институт самозанятых. С момента его введения Чувашской Республики, это с 1 июля 2020 года, такую форму осуществления трудовой деятельности выбрали почти 30 тысяч человек. К тому же в настоящий момент самозанятые, как и все субъекты малого и среднего предпринимательства, могут претендовать на все виды государственной поддержки. Недавно председатель правительства Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин дал поручение выработать систему поддержки личных подсобных хозяйств через институт самозанятых. Напомню, ранее действовавшая программа поддержки личных подсобных хозяйств закончилась, да и в правом поле нет такой формы хозяйствующего субъекта. Правительство Чувашии в течение 2 последних лет поддерживает личные подсобные хозяйства через субсидии на крупный рогатый скот. Считаю, что Минсельхозу Чувашии необходимо выработать системные меры поддержки личных подсобных хозяйств в соответствии с решениями правительства Российской Федерации. Наша задача – создавать такие условия, чтобы они могли развивать свой бизнес, встраивать их как в региональную, так и в глобальную товаропроводящую цепочку, чтобы в дальнейшем они стали успешными предпринимателями и добросовестными работодателями. Продукция агропромышленного комплекса в Чувашии последние годы получает все большее признание у зарубежных потребителей. Это еще раз доказывает, что необходимо масштабировать рынок сбыта востребованной продукции и на кооперационных принципах вовлекать в процесс производства сырья мелких товаропроизводителей. Новую возможность открывает в данном направлении проект «Агропрорыв», поддержанный куратором Приволжского федерального округа, заместителем председателя правительства Российской Федерации Дмитрием Николаевичем Чернышенко. Уверен, этому способствовало то, что представленный проект во многом отвечает вызовам современности в части импортозамещения, позволяет реализовать поручение президента по наращиванию производства экологически чистой продукции и сокращению импортной зависимости. Наша задача – незамедлительно действовать в направлениях импортозамещения в производстве племенного скота, инкубационных яиц, хмеля, семян картофеля и овощей. Для этого следует создать научно-лабораторный комплекс племенного животноводства, включающий в себя лаборатории геномной селекции, трансплантации эмбрионов. Начать работу над реализацией проекта строительства высокотехнологичного племрепродуктора второго порядка мощностью 50 миллионов штук инкубационного яйца в год. Это позволит обеспечить потребности птицефабрик Чувашии и на 36% покрыть потребность предприятий всего Приволжского федерального округа.
Продолжить работу над созданием производственно-технологической инфраструктуры для развития хмелеводства. Это даст нам возможность закрепить статус региона лидера в производстве зеленого золота России. Создать специализированную площадку по интенсивному производству и глубокой переработке овощей и картофеля, а также ускорить создание отечественных семенных сортов картофеля в хозяйствах республики. Для расшивки вопросов продвижения продукции мелких товаропроизводителей следует ускорить процесс создания агримаркета, призванного обеспечить как прямую коммуникацию с потребителем, так и использование дистанционных форм продаж. Исходя из сформулированной идеологии правительства, мы перерабатываем все, что производим в республике, считаю необходимым продолжить курс на оказание государственной поддержки в наращивании мощностей перерабатывающих предприятий и реализации инвестиционных проектов по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции с организацией производства новых товарных групп. В частности, предлагаю вдвое увеличить объемы финансирования проекта «Агростартап», дополнив федеральный механизм финансирования республиканский. А также сохранить в этом году в рамках гранта «Перспектива» поддержку ягодоводства. Учитывая многочисленное обращение селян и то, что в республике много неиспользуемых водных ресурсов, считаю нужным шагом включение в эту программу развития аквакультуры. Реализуя меры поддержки отрасли сельского хозяйства, мы с вами должны ясно понимать, что, развивая отрасль, мы создаем фундаментальные основы и условия для повышения качества жизни на селе и развития села. При этом, учитывая, что именно село является хранителем традиционного культурного уклада, тем местом, где люди сохраняют язык и обычаи своих предков, создаем основы для развития другого значимого направления – туризма. Вне всякого сомнения, туризм является важным треком, как это принято сейчас говорить, в привлечении внимания к нашей республике, к ее брендированию и привлечению дополнительных инвестиций в индустрию гостеприимства и потребительский рынок. В связи с этим в прошлом году мы создали агентство по развитию туризма Чувашии. Перед ним поставлена серьезная задача по созданию региональной цифровой платформы, так называемого туристического портала. Разработаны и утверждены концепция и государственная программа развития туризма в Чувашской республике. Подписано соглашение с корпорацией «Туризм РФ» о совместной работе по реализации еще одного проекта, разработанного и представленного в рамках фронтальной стратегии создания межрегионального брендового маршрута «Рунический путь» до 2030 года. Минэкономразвитию Чувашии предстоит в этом году провести мастер-планирование туристических площадок и центров Рунического пути в Чувашии. Таким образом, до 2024 года включительно предполагается создать обеспечивающую инфраструктуру туристических площадок маршрута на территории республики, которые выгодно продемонстрируют нашу национальную самобытность, идентичность, позволят погрузиться в рунический контент. Для увеличения туристского потока необходимы яркие события, которые систематически будут проводиться на специализированной площадке. Необходима организация в Чувашии межрегионального конгрессно-выставочного комплекса. Учитывая, что выставки и ярмарки стали заметным и быстрорастущим сегментом рынка, поручаем Минэкономразвитию Чувашии проработать с заинтересованными ведомствами все организационно-технические вопросы, связанные с запуском этого проекта. Уважаемые коллеги, сегодня в республике успешно действуют туристические программы, детские, культурные, познавательные, этнические, сельские, санаторно-курортные, речные и круизные. Хочу обратить внимание на промышленный туризм. В 2021 году успешно проведены экскурсии на 9 промышленных предприятиях республики для более чем 3000 человек. 50% из которых это учащиеся школ, студенты техникумов и вузов. К слову, промышленный туризм республики получил высокую оценку Агентства стратегических инициатив. Проект вошел в акселератор проектирования туров по промышленному туризму. Поручаю в этом году подключить к проекту и другие предприятия республики, подготовить программы туристических маршрутов для разных целевых групп. Причем объектами промышленного туризма могут и должны стать вновь создаваемые производственные площадки. Это, прежде всего, предприятия резидентов особой экономической зоны в городе Новочебоксарске.
Здесь, в частности, планируется создать первый в России завод по производству биоосновных и биоразлагаемых пластиков и волокон на основе полиоктида. А традиционно считающийся вредным производством химпром превратить в течение ближайших 5-6 лет в зеленую производственную площадку с замкнутым циклом производства. Сейчас совместно с собственниками предприятия работаем над названной стратегией. В соответствии с заключенными соглашениями совокупный объем инвестиций якорных резидентов особой экономической зоны в 2022-2025 годах составит более 15 миллиардов рублей. Будет создано более 1000 новых рабочих мест. Здесь надо оговориться, это только те соглашения, которые заключены на сегодняшний день. Очевидно, как только создастся зона, будут новые резиденты. Необходимый пакет документов уже в правительстве Российской Федерации. Наша задача не допустить сбоев и добиться принятия нужного для нас решения в ближайшее время. Важно продолжить работу по формированию и созданию новых кластеров. Заработавший в прошлом году Центр кластеризации смог обеспечить запуск работы в этом направлении. В 2021 году у нас заработал новый кластер производителей высокотехнологичного оборудования «Аббат», который включен в Федеральный реестр промышленных кластеров. В будущем ожидаем появления новых и имеющих большие перспективы кластеров. Это производители изделий для комплексного оснащения помещений, так называемый дверной кластер, а также производители в сфере машиностроения и химии. В зоне внимания правительства республики, в частности Минпромэнерго Чувашии, должно оставаться взаимодействие с ведущими корпорациями страны. Это Ростех, РЖД, Роскосмос, Россеть. На предмет вовлеченности наших ведущих предприятий в кооперационные цепочки как в рамках установившихся взаимоотношений, так и в области новых научных и инновационных разработок. Действующим 3 индустриальным паркам в городах Чебоксары и Канаше в течение ближайших лет добавится еще несколько подготовленных для ведения бизнеса площадок, в том числе вышеназванная особая экономическая зона в городе Новочебоксарске, индустриальный парк в Батыревском районе, индустриальный парк в городе Новочебоксарске, ряд промышленных площадок, создаваемых частным бизнесом при поддержке республики и реализованных на принципах государственно-частного партнерства. Минпромэнерго Чувашии совместно с Минэкономразвития Чувашии уже в текущем году надо приступить к созданию единой управляющей компании по данному направлению. Чувашия стала, коллеги, также первым регионом России в прошлом году в сложнейших конкурсных условиях, который заключил соглашение о реализации специального инвестиционного контракта 2.0. На территории республики планируется реализовать проект по локализации в рамках импортозамещения производства тракторной техники малой и средней мощности. Тем самым площадка Чебоксарского тракторного завода не просто пополнится новой производственной линией, но и станет центром разносторонних компетенций машиностроения различного применения. Республика имеет великолепные возможности активного освоения новых так называемых направлений ESG технологий. Прежде всего, наличие в республике производства солнечных батарей и технологий использования солнечной энергетики. Считаю целесообразным уже в этом году запустить процесс реализации совместно с крупнейшим в России производителем солнечных модулей ООО «Хевель» проекта по строительству республики такой электростанции. Прошу Минпромэнерго Чувашии совместно с Минэкономразвития Чувашии организовать данную работу. В зоне внимания также должно быть вхождение в пилотный проект по исследованию трансформации углекислого газа в системе воздух-вода через создание карбонового полигона в акватории прибрежной части водохранилища Чебоксарский ГЭС площадью более 200 тысяч гектаров. В числе 6 проектов фронтальной стратегии развития республики мы заявили проект «Волга. Экологический и прерывной регион ESG». В будущем это нам позволит в полной мере использовать свои естественные преимущества и продавать верифицированные углеродные единицы, ну а самое главное, или не менее важное, еще и улучшить экологию и качество воды в Чебоксарском водохранилище. По поручению президента России проводится масштабная работа по инфраструктурному сшиванию страны.
В частности, через Чувашию проходит трасса М-12. Реализация данного масштабного проекта с учетом развитой железнодорожной, автомобильной и водной транспортной инфраструктуры и планирования ответвления меридиана в районе города Канаша на Казахстан логично поднимает ранее неоднократно обсуждаемый вопрос по созданию логистического хаба в республике, который бы объединил водный, автомобильный и железнодорожный транспорт. Минэкономразвития Чувашии совместно с Агентством инвестиционного развития необходимо обеспечить проработку и реализацию данного направления незамедлительно. Комфортная, безопасная, экологически чистая среда обитания человека является главным критерием при выборе человека места жительства, а для правительства республики и органов местного самоуправления главным ориентиром приложения усилий. Стартовые позиции республики по версии Агентства стратегических инициатив достаточно оптимистичные. Чувашия вошла в первую десятку лидеров рейтинга качества жизни в регионах России наряду с крупнейшими агломерациями, такими как Москва, Тюменской областью, ну и Санкт-Петербургом, ну и другими регионами, которые также показали хороший результат. Безусловно, еще много вопросов, которые нам предстоит решить для повышения качества жизни наших граждан. Среди проблем, волнующих население, качество оказываемых услуг жилищно-коммунального хозяйства, водоснабжения, работа общественного транспорта, качество дорожного покрытия, очистка дорог, тротуаров от снега, несвоевременный и некачественный вывоз мусора и другие вопросы. Задача органов власти – оперативно реагировать на замечания, зафиксированные механизмом обратной связи. Эту работу очень активно в Чувашской республике осуществляет Центр управления регионом, который также, показывая хорошую работу, занимает хорошие рейтинговые места в Российской Федерации. И нам следует и дальше развивать такие услуги, в том числе через уже работающий портал обратной связи и инцидент-менеджмент, предоставляя гражданам возможность выражать свое мнение очень оперативно и участвовать в решении широкого круга вопросов. Жилищное строительство, являясь одним из драйверов экономического развития, выполняет важнейшую функцию в части создания условий жизни по современным стандартам. В прошлом году республика впервые за последние годы выполнила план по вводу жилья. Увеличив объемы строительства к предыдущему году на 24%. Перед нами стоит задача не только сохранить достигнутые показатели, но и обеспечить их дальнейший устойчивый рост. В прошлом году на опережающее строительство объектов инфраструктуры на площадках комплексной застройки было направлено более 625 миллионов рублей бюджетных средств. Созданы необходимые условия для строительства 150 тысяч квадратных метров жилья. В ближайшие годы расходы на данные цели планируется значительно увеличить. В прошлом году правительством России одобрено предоставление инфраструктурного бюджетного кредита в сумме 3,7 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на опережающее строительство объектов инфраструктуры на 5 площадках комплексной застройки для строительства более 800 тысяч квадратных метров жилья. Также считаю необходимым переосмыслить градостроительный потенциал республики, уделив особое внимание эффективности освоения выделенных под жилищное строительство земельных участков, а также полноту учета объектов индивидуального жилищного строительства. Для этого поручаю министру Чувашии, Минэкономразвития Чувашии совместно с органами местного самоуправления провести соответствующую инвентаризацию названных объектов. В 2021 году жилищные условия улучшили 4,5 тысячи человек, или 1400 тысяч семей, из которых четверть воспользовались 1400 семей, я оговорился, извиняюсь, воспользовались новыми механизмами поддержки, запущенных в прошлом году. Это единовременная денежная выплата на оплату первоначального взноса по ипотеке и жилищные сертификаты как детям-сиротам, так и многодетным семьям со семьей и более несовершеннолетними детьми. Предлагаю расширить действие названных механизмов на по максимально возможным направлениям, так как практика прошлого года показала удобство для граждан этих механизмов как в части обеспечения доступности жилья, так и в части возможности выбора удобного варианта.
Мы поставили задачу досрочно завершить действующую программу по переселению граждан из ветхого аварийного жилья. В частности, планируется переселить 530 граждан, проживающих в 219 жилых помещениях, 24 аварийных многоквартирных домах общей площадью 8 тысяч квадратных метров. Это позволит нам уже в 2023 году войти в одноименную президентскую программу по жилью, признанного аварийным на 1 января 2020 года. Здесь уже речь идет о 300 домах, 4 тысячах жителей, 80 тысячах квадратных метров жилья. Но условием вхождения в новую программу является завершение действующей. В прошлом году в соответствии с решениями президента России в Чувашии догазифицировано 528 домовладений. Еще 1873 домовладения в плане работы на текущий год. Уверен, эти цифры не окончательные, они, естественно, будут расти. И мы готовы к этой работе. Эти результаты стали возможными благодаря слаженной работе с ПАО «Газпром». Уверен, что эта работа нам позволит в текущем году поставить точку и в очередном долго обсуждаемом вопросе по пуску газа на заволжскую территорию города Чебоксары. Это, не побоюсь этого слова, историческое событие положит начало реализации там крупных инвестиционных проектов. Но важно уже сейчас заложить принципы и стандарты развития названной территории как части Чебоксарской агломерации. Территория вокруг столицы республики, где сконцентрировано 75% производственных мощностей, научный и инновационный потенциал, проживает около 60% населения республики, имеет дальнейший потенциал роста. При этом она должна стать локомотивом в вопросах развития отдельных отраслей, центром компетенции для обеспечения необходимым сервисом людей, проживающих на всей территории республики. Нами начата работа с корпорацией Дом РФ по разработке мастер-плана по развитию Чебоксарской агломерации. Это позволит нам закрепить стандарты градостроительного развития территории, реализовать сквозные решения по обеспечению транспортной, инженерной, коммунальной инфраструктурой. Прошу Минстрой Чувашии совместно с вовлеченными в процесс администрациями муниципальных образований реализовать намеченные планы. Не менее значимо благоустройство всех населенных пунктов республики и запуск модернизации устаревших систем коммунальной инфраструктуры, состояние которой напрямую определяет качество жизни наших граждан. Есть случаи, когда их износ оценивается свыше 80%. Речь прежде всего идет об объектах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электрических сетях и лифтовом хозяйстве. С прошлого года возобновлено строительство группового водовода Батыревского, Шаймушинского и южной части Комсомольского районов. Это стало возможным благодаря поддержке президента Российской Федерации. Учитывая, что объект является незавершенным, а строительство начато еще в 2014 году, предстоит провести большой объем ревизионных и пусконаладочных работ уже в текущем году. Считаю важным запроектировать новую схему водоснабжения города Шумерля, реализацию которой необходимо синхронизировать с работами при строительстве трассы М-12. Мы ожидаем запуска федеральной программы модернизации систем жилищно-коммунального хозяйства за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, которая будет финансироваться из Фонда национального благосостояния. Чувашия уже подала заявку на получение из фонда средств в объеме 1,2 миллиарда рублей для строительства тепловых сетей в городах Шумерля и Козловка. В 2021 году в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды за счет средств республиканского бюджета Чувашии благоустроено почти 230 общественных пространств и дворовых территорий. Примерно столько же ожидается в этом году. В прошлом году мы утвердили единые стандарты благоустройства дворовых территорий и общественных пространств. Стандарты предполагают обеспечить дворы необходимыми элементами комфорта, а также создать общедоступные для групп многоквартирных домов многофункциональные комплексы, обеспечивающие безопасность пользователей и соответствующие установленным стандартам. В этом году запланирована установка не менее 50 многофункциональных детских игровых комплексов с зонированием по возрасту и интересам. На эти цели из республиканского бюджета мы направим 500 миллионов рублей. Особого внимания требует функционирование лифтового хозяйства, изношенность которой республика составляет более 70%.
Обновлению подлежат 1883 лифта, отработавшие свой нормативный срок. Минстрою Чувашии необходимо выработать план наших действий с тем, чтобы уже в 2023 году обеспечить модернизацией существенное количество лифтов. В республике успешно реализуются проекты развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах. Это так называемое инициативное бюджетирование, инициативный проект. В 2021 году в городах реализованы 40 инициативных проектов, а в селах и деревнях 916 проектов строительства дорог, создания и модернизации коммунальной и социальной инфраструктуры. На текущий год прошли конкурсный отбор уже 862 проекта. Учитывая многочисленное обращение жителей и глав администрации сельских поселений, считаю возможным увеличить лимит общей стоимости проектов, а оно сейчас ограничено, стоимости проектов муниципальных образований с численностью населения свыше 15 300 человек с ограниченных 10 миллионов рублей до 14 миллионов рублей. Чувашская республика традиционно находится в первой десятке экологического рейтинга. Это важнейшая и одновременно привлекательная для комфортной жизни инвестиционной привлекательности региона ценность, доставшаяся нам от наших предков, уважаемые коллеги. Наша задача – используя эти преимущества для инвестиционного процесса и развития региона, сохранить соответствующие параметры и характеристики для следующих поколений. В прошлом году в рамках национального проекта «Экология» модернизировали очистные сооружения в городе Чебоксары и запроектировали строительство очистных сооружений в Марийско-Посадском районе. Более чем вдвое перевыполнили план по лесовосстановительным работам и вошли в число 13 регионов страны, добившихся увеличения лесистости своих территорий до 32%. Главное направление наших усилий – это организация должным образом обращения с твердыми коммунальными отходами, ликвидация несанкционированных свалок и объектов накопленного вреда. Если в прошлом году практически в ручном режиме в обозначенные сроки мы выполнили взятые на себя обязательства по ликвидации свалки в городе Канаше, то в дальнейшем мы не имеем права допускать аналогичных сценариев. Минприроды Чувашии следует более настойчиво вести надзор в данном направлении и инициировать в случае необходимости дополнительной активности. В частности, в текущем году будет вестись работы на полигоне в городе Ядрино. На очереди ряд других полигонов. Окончательный план действий по данному направлению должен быть сформирован по итогам широкого общественного обсуждения изменений в территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами. Работа ведется с участием публично-правовой компании «Российский экологический оператор». Прошу Минприроды Чувашии совместно с администрацией муниципальных образований провести всю работу по обсуждению изменений и утверждению окончательного плана действий в течение первого квартала. Возможные направления использования акватории Волга в рамках поручений президента по снижению углеродного следа я уже обозначил, коллеги, выше. Состояние дорог и транспортной инфраструктуры наряду с выше обозначенными направлениями имеет приоритетное значение для качества жизни населения. Предварительная договоренность на федеральном уровне позволит претендовать на дополнительные средства в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в размере около 1 миллиарда рублей, и Минтрансу Чувашии следует доработать предварительные договоренности и обеспечить пока еще некоторое отставание Чувашской республики в плане достижения нормативных показателей дорог в рамках названного проекта. В этом году должны быть завершены работы по реконструкции улицы Гражданской и начаты работы по многострадальному Лапсарскому проезду. Сегодня мы можем говорить, что созданы все предпосылки для начала строительства третьего транспортного полукольца в городе Чебоксары. Прошу Минтранс Чувашии держать вопросы на контроле и привлекать всех нас по необходимости для достижения намеченных целей. Также не снимается вопрос ликвидации грунтовых разрывов автомобильных дорог между муниципальными образованиями. В текущем году планируем ликвидировать разрыв между Марийско-Посадским и Козловскими районами, а далее приступим к другим. Остается острым вопрос безопасности на дорогах. Созданное казенное учреждение Центр организации безопасности дорожного движения Чувашской республики, но динамики в системной работе по обеспечению безопасности движения, честно говоря, пока не заметно. Прошу в кратчайшие сроки Минтранс согласовать все направления работы в этой сфере и начать их реализовывать.
Общественный транспорт и пассажирские перевозки требуют полной перезагрузки, уважаемые коллеги. В этой связи запущена работа по транспортному планированию, что должно стать основой реформирования данной сферы. Благодаря личной инициативе нашего куратора по индивидуальной программе социально-экономического развития Мантурова Дениса Валентиновича и поддержкой председателя правительства Мишустина Михаила Владимировича в прошлом году мы получили 68 новых троллейбусов и 3 судна на подводных крыльях Валдай-45Р. Минтрансу Чувашии предстоит обеспечить в текущем году начало межрегиональных пассажирских перевозок по Волге, а также завершить разработку стратегии пассажирских перевозок республики и начать активно ее реализовывать. Кроме того, в 2021 году правительство Российской Федерации включило республику в число 16 пилотных регионов по развитию электротранспортной инфраструктуры, что на ближайшие 5 лет даст нам возможность серьезно увеличить количество транспортных средств на электрической тяге. Поручаем Минпромэнерго Чувашии разработать схему перспективного развития зарядной инфраструктуры на территории республики. Работу необходимо синхронизировать с модернизацией тяговых подстанций для обеспечения стабильных перевозок жителей городов. Особую обеспокоенность вызывает в республике нелегально работающие такси. По оценкам экспертов, таких 80% всего рынка. Помимо правовых, налоговых и морально-этических нарушений со стороны таких таксистов, главная угроза – нарушения правил безопасности перевозки пассажиров. В текущем году ждем полного преображения воздушных ворот Чувашии, международного аэропорта имени Андрея Григорьевича Николаева. Мы фиксируем увеличение направлений и количества рейсов и, как следствие, рост пассажиропотока. Здесь нам очень важно поработать и обеспечить обновление технической оснащенности, обеспечение полетов на территории, вернее, нашим аэропортом совместно с управляющей компанией и Росавиацией. Уважаемые коллеги, любым процессом необходимо управлять. Управлять так, чтобы реализовать возможности, нивелировать риски, устранить угрозы и создавать перспективы. Последние 2 года органы исполнительной власти в корне поменяли подходы в своей работе. Как это принято сейчас говорить, прошли серьезный путь трансформации. Прежде всего, проводилась и проводится работа по обеспечению вовлеченности государственных служащих во все процессы. Вместе с государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» в рамках проекта «Эффективный регион» в истекшем году мы взяли курс на повышение эффективности процессов органов республиканской и муниципальной власти. Речь фактически идет о формировании новой системы ценностей и новой корпоративной культуры государственного управления, нацеленной на удовлетворение запросов и ожиданий главных заказчиков нашей с вами работы – жителей Чувашской республики. Кроме того, выбраны направления централизации функций, которые в виде сервиса обеспечивают деятельность всех органов исполнительной власти. Это бухучет, закупки, хозяйственное и транспортное обеспечение, информационные технологии, кадровое обеспечение и развитие кадрового потенциала, антикоррупционная деятельность. Такой подход за короткий период обеспечил создание центров компетенции, повышение уровня сервиса и уменьшение затрат на условную единицу, что позволило высвободить около 527 тысяч человека-часов рабочего времени, которые, естественно, мы направим на иные функции и, главное, существенно сократим время оказания государственных услуг. К примеру, за счет исключения некоторых административных процедур, автоматизации процессов и внедрения экстерриториального приема, вне зависимости от места проживания и прописки, стало возможным сократить время предоставления социальных услуг Минтруда Чувашии в офисах в МФЦ с 48 часов до 2 часов. Задача на 2022 год – завершить процедуру формирования и сопровождения кадрового резерва органов исполнительной власти в соответствии с передовыми отечественными и мировыми стандартами. Эту работу мы ведем очень плотно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы. В прошлом году у нас были созданы 2 муниципальных округа. Одноуровневое муниципальное образование, несомненно, имеет больше плюсов, чем минусов. Для людей важно, чтобы дела делались качественно и быстро. Чем больше уровней, тем больше размывается ответственность. Предварительные итоги показывают и существенное улучшение администрирования процессов, и увеличение уровня оплаты труда муниципальных служащих.
В настоящий момент аналогичный путь выбрали и другие муниципальные районы. К тому же федеральное законодательство развивается тоже в таком ключе. Прошу Центральную избирательную комиссию и администрацию главы Чувашской Республики оказывать полное содействие коллегам из муниципалитетов в этом непростом вопросе. Цифровизация и цифровая трансформация – это не просто слова. И даже не перевод в электронный формат каких-то процессов. Это прежде всего фундаментальные изменения в подходах к управлению, корпоративной культуре, внешних коммуникациях. Цифровая трансформация имеет серьезное значение для повышения уровня государственного управления, экономического потенциала Чувашской Республики, привлечения дополнительных инвестиций в регион, создания новых высокопроизводительных рабочих мест, развития социальной сферы. В прошедшем году мы с вами проделали колоссальную работу по подготовке и защите стратегии и программы цифровой трансформации. В результате Чувашия вошла в первую тройку регионов России по количеству представленных 128 проектов в 17 отраслях. Сейчас очень важно их активно реализовывать. Это прежде всего такие направления, как централизация деятельности МФЦ, которая позволяет не только сократить количество документов для получения государственных и муниципальных услуг, она повысит их доступность по экстерриториальному принципу, то есть без привязки к месту регистрации. А вот сервис ТелеМФЦ показал себя не только удобным для пользователей, но и покорил экспертов на межрегиональном конкурсе IT. Разработанный проект ТелеМФЦ позволяет вовлечь в систему поддержки и развития бизнеса широкую сеть офисов МФЦ по всей республике, тем самым обеспечить доступность форм поддержки не только в цифровом формате, но и посредством личного дистанционного общения предпринимателя со специалистом. В текущем году ставлю задачу полномасштабно внедрить этот сервис, в том числе для удаленного оказания услуг и онлайн-консультаций предпринимателей, а также использовать формат ТелеМФЦ для оказания правовой онлайн-помощи гражданам, что позволит сократить время на получение бесплатной юридической помощи в республике. Предстоит запустить и отраслевые проекты. К примеру, в сельском хозяйстве необходимо обеспечить вхождение в национальную платформу цифрового сельского хозяйства, создание централизованной цифровой платформы племенного животноводства, запуск цифровой платформы доставки фермерской еды «Свое родное». В транспортной отрасли внедрение в 2024 году интеллектуальной транспортной системы. В энергетике пилотирование проекта «Цифровой комплексный энергорайон», трансформационная цель которого в оптимизации процессов по поставке и потреблению энергетических ресурсов. В сфере безопасности жизнедеятельности построение регионального сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» как комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности, правопорядка и среды обитания. Отдельным значимым направлением является цифровая трансформация контрольно-надзорной деятельности. В 2021 году все органы власти Чувашской Республики, реализующие такие функции, перешли на новую цифровую платформу, которая обеспечивает прозрачность, понятность и обоснованность обязательных требований для предпринимателей и, как следствие, формирует среду доверия бизнеса контролирующим органам. Ставлю задачу перед органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления, реализующих такие функции, сместить акцент с проведения контрольных мероприятий на профилактику нарушений. Наказание не должно являться самоцелью. Такой подход будет, на мой взгляд, эффективным, позволит снизить избыточное административное давление на бизнес и создаст равные условия для ведения бизнеса. В целях организации эффективной технологической поддержки информационного и экспертно-аналитического обеспечения процессов подготовки и принятия решений, повышения уровня информационного взаимодействия органов государственного, регионального и муниципального управления, считаю важным создать ситуационный центр главы Чувашской Республики. Но еще более важным направлением нашей работы является обеспечение высокоскоростным интернетом все населенные пункты Чувашии. Только так мы сможем обеспечить доступность всех вышеназванных благ каждому жителю. Мы говорили об этом и в прошлом году. Ставим задачу решить данный вопрос к 2024 году включительно. Уважаемые коллеги, даже в условиях развитой экономики, комфортной среды обитания, вопросы поддержки людей и семей остаются важной государственной задачей.
В действующем законе о бюджете Чувашской Республики заложена индексация социальных выплат и пособий гражданам в размере 4% согласно прогнозным значениям. Но реальная инфляция за прошлый год сложилась существенно выше. Предлагаю проиндексировать названные выплаты в соответствии с реальной инфляцией с 1 февраля. А это на 8,86%, которая сложилась в Чувашской Республике, исходя из индекса потребительских цен за прошедший период. С прошлого года начата реализация механизма осуществления всех социальных выплат по принципу социального казначейства. Причем президентом России ставится задача на основе данных личного профиля проактивно доводить до граждан информацию о положенных мерах государственной поддержки. Минтруд Чувашии совместно с Минцифрой Чувашии прошу представить дорожную карту реализации названной задачи. Институт семьи и брака – наша безусловная ценность, которая обеспечивает устойчивость общества. Бережное сохранение многовековых традиций и устоев, культуры и языка. Поэтому наша задача состоит в популяризации этого института в семейной поддержке семьи. В прошлом году мы единовременно улучшили жилищные условия семей, имеющих 8 и более детей. Освободили многодетные семьи от уплаты транспортного налога на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно. Обеспечили с этого учебного года детей из многодетных малоимущих семей бесплатным горячим питанием в школах. Приняли и ряд других решений. Считаю правильным продолжить эту практику в соответствии с поручениями президента страны, которые нас нацеливают выстраивать цельную систему, которая позволит вывести людей из сложных жизненных ситуаций. Также хорошим подспорьем популяризации института семьи и ее поддержки станут создаваемые на базе социально-реабилитационных центров консультативно-методические центры «Мой семейный центр». В текущем году планируется открыть 2 таких центра в городах Шумиле и Чебоксар. Радует, что тема семьи поддержана и общественным движением. Так, 2 общественными организациями, это «Союз женщин Чувашии» и «Совет отцов Чувашии», реализуют проект «Вместе навсегда. Высшая цель семейной жизни». Он организован с целью своевременной профилактики разводов и укрепления семейных отношений, формирования ответственного родительства, возвращения ценности материнства и отцовства. Эффект налицо. В прошлом году после встреч с парами 33% из них отказались от развода. Я считаю, что надо продолжить поддержку таких общественных инициатив. Кроме того, значимой для государства и общества задачей является создание условий для активного долголетия, поддержание и сохранение здоровья старшего поколения, его активное вовлечение в общественную и волонтерскую деятельность. С этой целью на базе Центра социального обслуживания реализуется проект «Мой социальный центр». В прошлом году открыты 5 таких модельных центров в Алатыре, Козловке, Чебоксарах, Шумиле и Новочебоксарске. В них организуются занятия физической культурой, художественным творчеством, обучение компьютерной и финансовой грамотности. В течение года планируется реализовать проект еще в 3 районах республики – в Канашском, Чебоксарском и Ядринском районе. В числе приоритетных направлений – государственная поддержка инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, создание для них оптимальной среды жизнедеятельности и равных возможностей. С целью увеличения количества детей из районов и городов республики, охваченных реабилитационными услугами, планируется модернизация реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. Также в 2022 году перед нами стоит задача приступить к апробации пилотного проекта по оказанию государственной услуги в сфере социального обслуживания на дому инвалидов молодого возраста, проживающих в сельской местности, в форме социального заказа. Поддержка людям зачастую требуется и в вопросах поиска работы, переквалификации и трудоустройства. Наши центры занятости многое делают для помощи людям, потерявшим или по иным причинам ищущим работу. В частности, успешно реализуется социальный контракт. В свете объявленного на федеральном уровне конкурса для вхождения в пилотный проект по комплексной модернизации центров занятости населения и преобразованию их в кадровые центры под единым брендом, отвечающих современным требованиям к качеству предоставления услуг в формате 24/7, как для работодателей, так и для соискателей, считаю важным в этом пилотном проекте Чувашской Республики. В итоге мы с вами сможем получить и современные удобные сервисы для людей, и комфортные условия работы,
работы для сотрудников этих центров. Не менее значимы действенные меры по народосбережению, укреплению его здоровья, созданию условий для активного долголетия наших граждан. Уважаемые коллеги, 2 года, как мы с вами столкнулись с неизвестным до этого вызовом новой коронавирусной инфекции. Пандемия потрепала нас по различным направлениям. Ситуация все еще остается очень напряженной. Мы с вами это почувствовали, готовясь даже к этому мероприятию. Набирает обороты 5-я волна. Конечно, мы пройдем этот сложный жизненный этап, обязательно укротим эту заразу. Вопрос, какой ценой? Наши врачи борются за жизнь каждого пациента. Есть случаи исцеления со 100% поражением легких, но всегда чудес не бывает. Мы от всего сердца благодарим врачей и восхищаемся их мужеством и стойкостью в борьбе с пандемией. Они находят силы стоять сутками и оказывать необходимую медицинскую помощь. Но сегодня, на мой взгляд, самое действенное спасибо – это приход в пункты вакцинации. Инструмент защиты, доказавший свою эффективность, есть – это вакцина. Но, к сожалению, в силу разных убеждений не все выбирают проверенный вариант защиты себя и близких. Многие из них потом уже на больничной койке жалеют об этом. Ко мне лично поступило уже сотни аналогичных писем и сообщений. Призываю всех, кто пока не вакцинировался, не тянуть, а тех, кто уже давно вакцинировался, пройти ревакцинацию. За последние 2 года мы с вами проделали огромную работу по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, научились жить и работать в новых условиях. Справились вместе благодаря нашему единству и многочисленным решениям по поддержке людей и бизнеса главы государства Владимира Владимировича Путина. Хочу поблагодарить жителей Чувашии за проявленное терпение и понимание. Еще раз выражаю слова признательности всем медицинским работникам. Ваш труд бесценен. Благодаря вашей самоотверженной работе спасены тысячи жизней. Надежным и мощным партнером в этот сложный период проявило себя волонтерское движение. Представители самых разных профессий, сфер деятельности вовлеклись в эту важную работу. Спасибо всем. Еще в 2020 году, принимая во внимание всю тяжесть последствий перенесенной болезни, мы запустили программу реабилитации переболевших. С прошлого года аналогичная программа запущена федеральным центром. С учетом наработанного опыта и расширяющихся возможностей, прошу Минздрав Чувашии проработать варианты увеличения охвата реабилитации переболевших, а также меры по обеспечению доступности реабилитации жителей сельской местности. Важно, что даже в условиях пандемии, уважаемые коллеги, мы с вами реализовали и продолжаем работать над планами развития отрасли здравоохранения, ну и по всем другим направлениям также я вам довел информацию. Так, в 2021 году построено 53 новых фельдшерско-акушерских пункта, в том числе и в удаленных селах и деревнях. Комплексно отремонтировано 14 объектов здравоохранения. Введена в эксплуатацию врачебная амбулатория в селе Жигардан. Начато строительство еще 6. Также полностью выполнена федеральная программа обновления детских поликлиник. В этом году программа будет не менее масштабной. Запланирован ремонт 52 зданий больниц и их подразделений на селе. Приступаем к строительству крупной многофункциональной поликлиники в Канашском районе. Минздраву Чувашии прошу не сбавлять темпы работы по поддержанным президентом России стратегическим для республики объектам, новому больничному комплексу и инфекционному корпусу Республиканской клинической больницы, а также новому корпусу Республиканского клинического онкодиспансера. Помимо развития инфраструктуры, обеспечения наших жителей качественной медицинской помощью в целях народосбережения особое внимание следует уделить и решительным действиям в борьбе с ростом смертности от внешних причин, не связанных со здоровьем человека. К примеру, на треть увеличилось число утонувших. Несмотря на снижение количества пожаров, за последние 2 года фиксируется рост количества групповых случаев, в которых гибнет от 2 до 6 человек. Настораживает, что почти в половине случаев причиной пожара является неосторожное обращение с огнем. Трагический случай произошел в апреле прошлого года в Канашском районе. Из-за неосторожности при сжигании мусора на своем приусадебном участке погибла женщина, упав в костер. Важным ресурсом укрепления здоровья
и профилактики является, естественно, уважаемые коллеги, физической культуры и спорта. По числу граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, а это практически каждый второй Чувашия занимает 22 место по России и 5 место в Приволжском федеральном округе. А по уровню обеспеченности населения по спортивными сооружениями, это у нас почти 80%, мы опережаем среднероссийский показатель на 21%. Важно прививать тягу к спорту и физической активности с раннего возраста. У нас действуют такие проекты, как самбо в школе, шахматы в школе, футбол в школе и другие, благодаря которым каждый школьник может реализовывать себя в доступных и массовых видах спорта. Считаю, что хорошим по сферам могут стать республиканские программы по доведению футбольных полей в районах и городских до единого стандарта в течение 23-25 годов и современный школьный стадион, который планируется реализовать до 2030 года. Прошу Минспорта ввести по этому направлению системную работу. Вся спортивная инфраструктура республики обновляется или строится в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» и республиканской адресной инвестиционной программы. На этой цели за последние 2 года мы направили около 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Безусловно, спортивной стройкой года можно назвать реконструкцию стадиона «Волга» в городе Чебоксары, которую мы начали в прошлом году. Данный вопрос не решался в течение 10 лет. Но благодаря активной поддержке на федеральном уровне этот проект сдвинули с мертвой точки. Построено также 4 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа в городе Чебоксары, Цивильском и Батаревском районах. 7 площадок для сдачи нормативов комплекса ГТО. В текущем году ожидаем завершения сразу нескольких крупных объектов. Это масштабная реконструкция спортивного комплекса спортивной школы Олимпийского резерва номер 3 города Новочебоксарск, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 25-метровым плавательным бассейном в селе Ишлей Чебоксарского района. В этом же году начнется строительство сразу 2 крытых катков на стадионе «Волга» и микрорайоне Новый город города Чебоксар. С 2023 года в наших планах начать строительство крытого 50-метрового бассейна на месте аварийного здания спортивной школы Олимпийского резерва номер 9 и лыжные роллерные трассы для биатлонного центра, который тоже уже тянется очень-очень долго. В прошлом году мы с вами, уважаемые коллеги, порадовались победам Анжелики Сидоровой и Елены Ивановой, которые стали серебряными призерами Олимпийских игр в Токио. Вышли мы с вами по итогам 2021 года на 1 место в рейтинге российского антидопингового агентства «Русада» по антидопинговой деятельности. И работа в этом направлении была проведена более чем колоссальной. Вы помните, в 2019 году у нас была ситуация очень сложная в этом вопросе. В сравнении с 2019 годом нами на четверть, на 25% было увеличено представительство республики в составах спортивных сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта. Это 227 спортсменов. А принятые решения позволили уменьшить до минимума на сегодняшний день двойные зачеты, которые в рамках двойных зачеты спортсменов Чувашской республики. В целях закрепления данного тренда предлагаю по аналогии с премиями участникам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдолимпийских игр и увеличить размер премии спортсменам Чувашской республики и их тренерам за достижение высоких спортивных результатов на международных соревнованиях. Уверен, такая мера внесет свой вклад в формирование плеяды именитых спортсменов республики новой волны. Ими мы со временем будем гордиться так, как гордимся сегодня нашими прославленными олимпийскими выдающимися земляками. Это Ардален Игнатьев, Валериан Соколов, Владимир Воронков, Валерий Ярды, Валентина Егорова, Елена Николаева, ну и другие. Они подарили всем нам немало ярких эмоций, громких побед и гордость за нашу республику и за Россию. Равняясь на их пример, призываю каждого творить и созидать во имя будущего своих семей, своего родного населенного пункта Чувашской республики и нашей Родины Российской Федерации. Вырос пашалы гейжине Шанзабурунас, она юрадор, воровал сирень Аннербуля. Верьте в Россию. Любите ее, и она будет вам матерью.
Такое напутствие дал нам 100 лет назад в своем духовном завещании нашему народу патриарх чувашской культуры Иван Яковлевич Яковлев. В составе большой многонациональной и многоконфессиональной семьи российского государства мы почти полтысячелетия. Вместе со своей страной вносим свой вклад в ее развитие, укрепление и процветание. Вместе ответим и на вызовы, и беспрецедентное давление, которое наблюдается в наши дни. Все сказанное мной выше лишний раз показывает, что все возможно, если слаженно работать, знать свои слабые и сильные стороны, иметь проработанный план, а главное – объединять усилия для достижения намеченных целей. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, спасибо за внимание. Для закрытия торжественного собрания на сцену приглашается председатель Государственного совета Чувашской Республики Леонид Ильич Черкесов. Уважаемый Олег Алексеевич, благодарю вас за обстоятельное программное выступление. Сегодня вы определили приоритетное направление совместной деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, бизнеса, институтов гражданского общества. Достижение намеченных целей должно обеспечить поступательное развитие нашей республики. Это требует от всех нас огромных усилий, высокой ответственности и конструктивного взаимодействия. Государственный совет Чувашской Республики особое внимание уделит законодательному обеспечению реализации положений вашего послания. Депутаты примут самое активное участие в решении вопросов дальнейшего развития экономики и социальной сферы. Уважаемые депутаты и приглашенные, торжественное собрание, посвященное заслушиванию послания главы Чувашской Республики Государственного совета Чувашской Республики, объявляется закрытым.
Буквально несколько минут назад закончилось послание Олега Николаева Государственному совету Чувашской республики. За 1 час 18 минут 58 секунд глава региона дал оценку положения дел в республике и расставил приоритеты для работы